Так, добрый день, кого не видел сегодня. Уважаемые коллеги, мы в очередной раз собираемся нашим коллективом. Сегодня, так сказать, такой расширенный состав. Это больше ваша инициатива, нежели чем руководство предприятия. Все темы, не тему, а вопрос, по которому мы собрались, наверное, понятен. И разрешите вам представить, кто у нас сегодня присутствует на нашем собрании. Это замначальника Первомайского РУВД Артеменко Сергей Петрович, полковник милиции, и замглавы администрации района Мацкевич Андрей Иванович, Первомайского района. Значит, давайте построим так наше мероприятие в том плане, что Сергей Петрович доведет вам определенную информацию по поводу всех, скажем так, мер или событий, которые могут иметь место в результате, скажем так, наших стихийных митингов. И, наверное, Мацкевич Андрей Иванович потом доведет общую информацию по району и вообще, как складывается ситуация. Единственное, попрошу, я понимаю, что у вас будут вопросы задавать, во-первых, скажем так, конкретные, а не, я говорю, утрированно. А что я мог сделать, если у меня так случилось? Ни Сергей Петрович, ни Андрей Иванович не могут вам конкретно расписать всю идеальную ситуацию, которая сложилась с каждым и так далее. Они отвечают каждый за свой участок работы. Поэтому прошу быть корректными в плане своих вопросов. А если позволите, тогда кто? Андрей Иванович или Сергей Петрович? Начните. Сергей Петрович, пожалуйста. Наверное, с места обозначу некоторые моменты. Я думаю, что... А можно он Хорошо. Всем добрый день. Заместитель начальника Первомайского РУВД Артеменко Сергей Петрович, начальник милиции общественной безопасности. Я думаю, что в общем и целом рассказывать смысла вам, наверное, нету от той ситуации, которая сейчас у нас в стране, потому что все читают интернет, все смотрят телевидение и так далее и тому подобное. Но в последнее время, скажем так, есть моменты, касаемые непосредственно нарушений, скажем так, общественного порядка, связанных с несанкционированными митингами. Я только в этой части остановлюсь, то, что касается работы непосредственно на сегодняшний день сотрудников органов внутренних дел. Есть статья в административном кодексе, даже выдержку сделал, можно посмотреть ее в интернете, она везде есть, кодекс административных правонарушений 23.34. Конкретно она звучит: нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Первая часть предусматривает нарушение установленного порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и иного массового мероприятия, совершенного участникам таких мероприятий, равно публичные призывы к организации или проведению собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и иного массового мероприятия. Согласно законодательству, санкция предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, либо административный арест. На сегодняшний день проведение всех митингов, шествий, демонстраций, оно регламентировано законом о массовых мероприятиях. То есть процедура, она не только для города Минска, но и для всей республики одинаковая. Есть закон, согласно которому, если кто-то собирается провести, например, в городе Минске шествие, митинг, либо пикетирование, обращается соответствующая заявка в Мингорисполком, и она рассматривается, там дается либо добро, либо дается отказ. Если дается отказ, и тем не менее пикетирование состоится, согласно административного кодекса, применяются, соответственно, меры реагирования со стороны милиции. В этой статье, кроме всего прочего, есть еще 4 части, но я их называть уже не буду, это повторное в течение года и так далее. Там санкции предусматривают немножко ужесточение ответственности за проведение.
То, что касается непосредственно людей, которые, значит, уходят на аварийного завода, ну, да, мы знаем эту ситуацию, мы наблюдали за вами, поэтому вот необходимость возникла такая, я просто приехал довести вам информацию согласно административному кодексу. Может быть, не все ее знают, но теперь будете знать, как говорится, если знаешь, значит, то вооружен. Все. Если есть какие-то в этой части вопросы, я готов ответить. Простите, вопрос. Вы сказали, наказывается штрафом или арестом. В интернете часто сообщение, что человека там дали 5 или 10 суток, еще и штраф. Это все-таки Или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин или административный арест. В этой части закон конкретно, да, регламентирует. Либо, значит, в отношении вас составлен протокол и вы получаете штраф, либо административный арест. Подскажите, вот еще вопрос, что касается вот этих шествий. Я вот недавно побоялся, честно говоря, очередь была здесь вот недалеко возле Магаинки, я нашла вот кафе вдоль собой улицу Козлова. Если вот стать в такую очередь, то это будет... Все подпадает именно под эту статью. Ну, давайте не будем утрировать, я тоже могу пошутить, но я даю вам информацию, если более, значит, подробно вы хотите об этом узнать, законом о массовых мероприятиях, там все расписано, четко и понятно. А кто конкретно решает, Что это мероприятие? человек 10, которые собрались возле какого-то завода, это несанкционированный митинг. Проходящий прохожий, который услышал там обсуждение, позвонил в милицию, приехали и забрали, либо есть процедура, что решает, что данное количество людей да, а данное количество нет. Данное обсуждение да, данное обсуждение нет. Ну, вы с таким же успехом можете возле своего предприятия стать пообсуждать, что такие вопросы. Но пикетирование должно было с собой подразумевать как минимум наличие плакатов, скажем так, да, там, флагов и так далее, тому подобное. Это описано здесь? Да, то есть состав преступления можно Не подробнее? преступление, а административного правонарушения. Где можно описать, почитать признаки? Признаки. Митинга. Закон о массовых мероприятиях А если мы Республики Беларусь. просто с поднятой рукой вверх? Давайте каждый случай будем рассматривать частно, скажем так, да, то есть по факту. Или вы хотите, чтобы я сейчас вам рассказал все? Либо закон для всех един, либо давайте подминать его под ситуацию. Значит, если более подробно, значит, есть комментарий от административных правонарушений, статья 23.34, там есть сносочки, да, и там четко все расписано. Можете почитать, если вам вот это будет интересно. Скажите, а пикеты за батьку, они тоже как бы должны получать разрешение? На таком же уровне, как и пикеты против? Где ознакомиться? Значит, это вопрос не ко мне, это вопрос к Мингорисполкому. Значит, если они разрешены были, значит, естественно, я не разрешены. А у человека с собой бумажка должна быть? Естественно. Значит, по каждому пикетированию, по каждому митингу, значит, дается заявка в Мингорисполком, что касается Моторной Минска, и дается соответствующее разрешение. Мне бумага Если ваши сотрудники увидели пикетирующих людей, то они должны подойти, представиться по полной форме, при погонах, при всех знаках отличия. Любые люди, подходящие, без знаков отличия, не представляющиеся, снимающие на камеру в гражданской форме, нами восприниматься как законные представители власти не будут. Вопрос, я вас услышал. Почему вы сейчас не в форме, не в погонах? Значит, я объясню. В связи с тем, что я являюсь начальником милиции общественной безопасности, согласно внутренних распорядков, я имею право носить как гражданскую одежду, так и форму. Это ваш внутренний документ. Естественно. Внутриведомственный. А вот у меня еще вопрос. Вы ссылаетесь на закон, а у нас есть Конституция, статья 35, которая говорит... Давайте мы сейчас не будем весь нормативный пакет брать. Почему? А зачем это еще? Я конкретно коснулся двух нормативных документов. Это закон о массовых мероприятиях, подождите, это закон о массовых мероприятиях и административная ответственность за нарушение правозакона. Все, ни больше, ни меньше. Ну, вам кажется, что некая существует...
Я не... Если вам другое кажется, ради Бога. Закон есть, пожалуйста. Он только нормативно. А Конституция у нас Что, тоже закон закон. Закон, никто не говорит, что закон выше Конституции. Я Конституцию только закона и нарушения конкретного закона. Все. Ну вы сейчас Конституцию слышать, получается, не хотите. Что значит не могу, я не хочу слышать? Мы коснулись закона, да, и нарушения этого закона. Все, ни больше, ни меньше. Но мы говорим, что эти законы противоречат Конституции. Мы сейчас будем дискуссировать на эту тему. А почему бы нет? Есть закон, есть нарушение закона. Есть закон о массовых мероприятиях, есть статья, которая нарушает. Есть нормативные документы, там, не знаю, ЖКХ, да, регламентирующие там какие-то вопросы. Есть нарушение этих вопросов. Еще вопрос есть. Да. Дмитрий Кухаренко, а скажите, вот в рамках информирования, если вот можно несколько вопросов задать вам? Смотрите, вот у нас сейчас в городе происходят такие случаи. Подождите, мы касаемся непосредственно вашего мероприятия. Ну, я в рамках Почему? Вот в рамках информирования конкретно вашего мероприятия. Моя цель. Сергей Петрович, ну кто нам еще расскажет? Нет, не каждый, это всех интересующая ситуация, просто... Спасибо, Сергей Петрович. Мы коснулись конкретно вашего мероприятия. Значит, еще раз повторяю вам всем. Не надо рассматривать тут индивидуально каждый случай, а что так, а если так. Вот. Гарант Конституции, отвечаю на ваш вопрос, является президент. Вот. Значит, вы уже свои вопросы все задали по поводу на всех встречах, которые я проводил. Я вам ответил на эти вопросы. Сергею Петровичу задать вопросы. Сергей Петрович пришел к вам нормально довести информацию об административных правонарушениях, которые отдельные работники нашего предприятия совершают ежедневно в обеденный перерыв. Я просто хочу сказать, что это, ну, скажем так, своего рода разъяснение и предупреждение о том, что они этой информацией владеют, мер пока не принимают к нашим работникам, а пришли на беседу с вами. Какая беседа? Вот. Такая беседа. Нет, Дмитрий Валентинович, Если вы не хотите беседовать, тогда я здесь в зале никого не держу. Вы сами напросились на эту встречу в таком большом составе. Вот. Вопросы в том числе. Поэтому не надо здесь устраивать базар. Вас предупредили. Просто в дальнейшем будут, я считаю, будут приняты конкретные меры. И я вас на последней встрече предупредил, что у меня тоже есть нервы, и они в конце концов, мой запас прочности закончится по отношению к вам, если с вами беседовать по-хорошему. У нас тоже имеется дело. Пожалуйста. У нас тоже имеется Подождите, дело. почему Все те люди, которые вы выходят, говорите за они Первомайский вот русский? это, все прекрасно понимают. Да он сам... Те люди, которые Он сам все знает. Если вы прекрасно понимаете, значит, я думаю, вы сделаете правильные выводы. Не хотелось бы потом рассматривать какие-либо административные протоколы и разбирать их вообще на собраниях коллективов и так далее. Только и всего лишь. А что касается вашей гражданской позиции, я еще раз говорю, я вам уже на эти вопросы все ответил. И задавать их каждому нашему гостю или пришедшему на встречу, я думаю, не стоит, потому что ответ одинаковый. Какой? Такой. Если вы забыли, пожалуйста, посмотрите видеозапись последней нашей встречи, она есть. но вы даже не будете задать вопрос, а уже говорите о том, что это никому не интересно, и Сергей Петрович не сможет на него ответить. Как так? Значит, Сергей Петрович довел информацию, что касается административных правонарушений, как они караются и какой есть на это закон. На эту тему какой у вас вопрос? На эту тему. Дмитрий Валентинович, вы слышали мой вопрос? На эту тему у вас есть вопрос? Я спросил вас, а можете вы ответить в На рамках эту информирования? тему у вас есть вопрос? Массовых мероприятий нет вопросов. Все. Нам пришли озвучить статью из административного кодекса, которая... Да, пришли озвучить, и я и сказал, и своего рода предупредить вас и оповестить, что, скажем так, на все наши несанкционированные мероприятия вот больше глаза закрываться не будут. Вас просто по-хорошему предупредили. Да. Нет, не пугали, Нет. а предупредили. Неужели? А
А почему все испуганные сидят? Значит, вы такие пугливые. Значит, опять мы виноваты. Ну, конечно, народ. Значит, давайте я еще раз вас повторяю, задавать нормальные вопросы, а не рассматривать конкретную ситуацию, которую где-то видел, кто-то знает и так далее. Значит, Андрей Иванович, у вас есть что сказать коллективу или, значит... Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. У нас не является встречей с трудовым коллективом, как таковой, для разъяснения различных вопросов. Основная была цель и задача — это встретиться с тем активом, который выходит рядом либо с Маргариной, либо с МТЦ по продовольствию и выражает свое мнение. Сергей Петрович озвучил, как это может трактоваться, для того, чтобы вы услышали. Они угрожали, предупреждали и тому подобное. Возможно, кто-то это не понимал. Кто-то, многие говорят, мы не верим тому, что написано, то, что показывают и тому подобное. Сейчас сказали конкретно, для того, чтобы вы понимали. То, что касается других предприятий Первомайского района, схожие ситуации были в нескольких местах, на некоторых предприятиях. Вот. Милицию приглашать не доводилось. Такого не было желания ни со стороны трудовых коллективов, ни со стороны милиции. Поэтому это продолжалось не более 1-2 дней. Все выразили свое мнение, свое отношение к ситуации и продолжают дальше работать. Никаких других проблем на трудовой коллектив Первомайского района нет. Вот, к несчастью, вот, пока пришлось вам, возможно, разъяснить то, что вы не понимаете. Вот и все. Спасибо. Спасибо, Иван. Значит, если у кого есть вопросы по существу, а не по рассмотрению конкретной ситуации каждого человека, пожалуйста, задавайте. Можно? Я же сказал. Косов Владимир Владимирович, отдел ОПС. Руки с карманов достаньте сначала. Я хотел спросить такой вопросик. Имеются ли сведения о количестве сотрудников правоохранительных органов, над которыми сейчас ведутся дела, и есть ли какое-то условное решение или нет? Это вопрос к Генеральной прокуратуре. Следственный комитет занимается всеми этими вопросами. Если есть у вас желание, Следственный комитет может согласиться. Как сотрудники Радченко Денис, как сотрудники Первомайского РОВД реагируют на автомобили, разъезжающие по городу без госномеров? По Первомайскому району. Проезжали, видели по Первомайскому. То есть они просто не попались вам, да? Вы опять склоняетесь к конкретным случаям. Ну мы же рассматриваем наш конкретный случай. Если мы подадим заявку на проведение санкционированного митинга, нужно располкнуть его. Ну, я думаю, ее рассмотрят. Как выслушали сегодня вопрос. Установленный порядок есть по этому вопросу. Я же не сказал, какой будет результат, я сказал, что ее рассмотрят. Значит так, давайте не устраивать здесь балаган. Значит, я думаю, вообще-то всегда в проектных институтах, ну, скажем так, работают люди не глупые, вы все прекрасно понимаете, вы, скажем так, только делаете вид или пытаетесь каким-то образом накалить ситуацию и так далее, это ни к чему. Вот. Все прекрасно понимают. Попрошу вас проанализировать еще раз, как и просил на предыдущих наших встречах. Вот. Ну, а если уже, скажем так, вы остаетесь, скажем, на прежней позиции, тогда уже после всех разговоров остаются конкретные действия со стороны органов внутренних дел.
Другого выхода уже просто нет. Беседа проведена, руководством разъяснено, значит, остаетесь на такой же позиции, значит, результат, я думаю, вам известен. И ответственность уже известна тоже. Все, всем спасибо, всего хорошего.